Не предавай друзей, их не заменишь. И не теряй любимых, не вернешь. Не лги себе, со временем проверишь, что ложью сам себя ты предаешь. Омар Хайям. Являлся ли Уцак Малсак предателем Кавказа? Являлся ли Саибдулла героем и Наибом Шамиля? Куда делось ингушевское галашевское общество? И откуда у 24% чеченов общее с ингушами ДНК J2? Былина. О Малсаге Назрановце, одном из сподвижников имама Шамиля. Песня о Малсаге Назрановце, одном из сподвижников Шамиля. По своей форме напоминает такие же песни кумыков и аварцев. Она выражает плач назрановцев по утрате народного героя. Грустный тон элегии разлит по всей песне, но местами слышится досада по случаю торжества врагов. Столкновение двух племен, назрановцев и гехинцев, оканчивается гибелью назрановского героя. Мальсага. Доверчивый Мальсаг попадает в засаду, устроенную гехинцами. Куда делось ингушское галашевское общество? И при чем здесь герой Чечни? Предатель имамата, так называемый Наиб Саибдулла. Журнал военных действий. На левом крыле Кавказской линии. С 3 по 23 ноября 1858 года. Представленный командующим войсками левого крыла Кавказской линии генерал-лейтенантом Евдокимовым, военному министру, генерал-адъютанту Сухозанету. При рапорте от 24 ноября 1858 года за номером 441 в Галашевском отряде с 3 по 23 ноября. Войска этого отряда, усиленные 2-м и 3-м батальонами Ряжского пехотного полка, прибыли из Владикавказа 7 ноября. Продолжали рубку просеки и разработку дороги по Киюровскому ущелью к аулу Мужич. Между тем, за отсутствием начальника чеченского округа Наиб Малой Чечни Саибдулла, согласно отданному мною приказанию, собрал слишком 2000 человек вооруженных чеченцев и явился с ними в лесах, лежащих по верховьям Фортанги, имея в виду заставить покориться нашей власти аулы, лежащие в поверховьям Фортанги и Ассы, и служащие с давнего времени притонами обреков всех обществ. Я принял в соображение, что наши войска, действуя в лесных, недоступных трущобах, потеряли бы много времени, которым нужно дорожить для необходимых работ, и понесли бы, может быть, потери, не соответствующие важности приобретенных результатов. И потому нашел более выгодным употребить в дело мирное туземном население, которое сверх того и более знакомо с одиночным образом ведения войны в лесах и оврагах. Сосредоточение нашего отряда в Галашках и набеги Саибдуллы из Малой Чечни имели результат самый благоприятный. Аулы Шагот-Кох, Азерзи, Чужичу, Чижикты, Беревачты и Акюрзы со всем коренным населением и обреками принесли полную покорность. Выдали Саибдулле 27 человек русских пленных и аманатов из лучших фамилий, принимая во внимание столь искреннюю и безусловную покорность народа буйного, никогда еще не подчинявшегося нашей власти, и затруднительность переселения в зимнее время. Я разрешил, однако, этим аулам оставаться в занимаемых ими местах еще в течение 3 месяцев. С ранней же весной они выселятся на плоскость Малой Чечни, в галашское общество, геноцид галашевских ингушей. Некоторые вернулись в Ингушетию, некоторые остались. Некоторые до сих пор помнят, что они выходцы из Ингушетии.
Саад ибн Абу Ваккас, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто называет себя сыном не своего отца, зная, что это не его отец, для того рай запретен». Хадис достоверный. Согласован Аль-Бухари и Муслимом. Разъяснение. Цель данного хадиса — предостережение от действия, которое совершалось во времена невежества, а именно, от того, чтобы относить себя не к своему отцу. Человек обязан относить себя к своим предкам, отцу, деду, прадеду и так далее. И ему не разрешается относить себя не к своему отцу, если он знает, что это не его отец. Например, если человек относится к определенному племени и видит, что племя это уступает в чем-то другому племени, и он начинает относить себя к этому второму, лучшему племени, то такой человек, и да убережет нас Аллах от подобного. Проклинаем, его проклинает Аллах, ангелы и все люди. И Аллах не примет от него в судный день ни обязательного, ни дополнительного.